личный успех от чего зависит? Я могу сказать так, что я с детства мне учили, как максимально эффективно использовать время. Вот эти 24 часа я использую максимально эффективно. Когда я первый, второй год замминистра связи, мы были 3 замминистра и 1 министр. И тогда у нас была ограниченная ответственность в узких направлениях. Тогда в эти моменты я хорошо использовал. Я занимался только 2 года, только я занимался связью. До самостоятельности Республики Таджикистан связь была на самом низком уровне по Средней Азии и Казахстан. Сегодня связь в Республике Таджикистан занимает в стран бывший Советский Союз, он занимает особое место. Ну, чуть ли не первый. Вот за короткое время. Независимость, связь в республике очень сильно поднялся. За 6 лет мы все уже, все необходимые базы для создания, как говорится, уют в связи мы успели создавать. Теперь почти в ближайшее будущее мы создаем, естественно, будущий план создания электронного правительства, и все документооборот будет в электронном виде. За 6 лет мы полностью перешли от аналоговой к цифровому, полностью во всей республике. На 64 района мы полностью поменяли, перешли на цифровую. Я активно участвую в этих мероприятиях и оттуда изучаю и беру то, что необходимо для связи республики, и обязательно тут же стараюсь, чтобы их внедрять здесь. И благодаря этому вот мы развиваемся, идем на развитие не с опозданием, а как бы успеваемый. И вот и другой момент можно сказать, что причина развития связи республики это, во-первых, правильная политика руководства страны и те законодательные базы, которые существуют сегодня в Таджикистане, он позволяет развивать связь в нужный момент, в нужное место. Все мы, таджики, там собрались и решили создать диаспора таджиков в Российской Федерации. Сначала он был у нас так, типа парламентский, со всего региона республики были по 1 человек, и мы были всего руководства 7 человек. И вот эти 7 человек решили избрать председателя диаспора на своем уровне. И вот избрали меня, и я остался там 6 лет работать, председатель диаспоры таджиков в России. Мы провели очень много и разные культурные мероприятия, связанные с Республикой Таджикистан. Например, самый знаменитый наш праздник – это Навруз, который узаконились недавно, мировое сообщество его признавало, и мы его провели, Навруз, в России. За короткое время ставший в 1999 году генеральным директором компании ВОСЭЙ Зухуров не только наладил плодотворные контакты с другими диаспорами, но и смог организовать значительную реальную помощь соотечественникам в столице. На базе диаспора мы организовали там, нашли рабочие места для таджиков, нашли жилье для них и решили такие мелкие споры, ну, там, с денежными и с рабочими местами. Вот мы решили этот вопрос через других диаспор. И у нас так нормально все получилось. В школе я 10 лет был старост класса, был председатель организации, комсомольской организации там. Я в Олимпиаде по математике занимал первое место. По математике, физике и так далее. Уклон, акцент я делал только ну, не на гуманитарные, а вот на эти науки. Билет полностью ответил. Они говорят, к тебе попал легкий билет, легкие вопросы. Я говорю, ну,
Ну и что? Я взял, как положено билет. Я ответил, почему вы мне поставили 4? Начали там дополнительные вопросы задали, все отвечаю. Но не хотят мне поставить 4, 5. Ну, они, некоторые не жив, они знают, эту ситуацию они знают. Но потом, если я получил 5, то бы я как бы один экзамен бы сдал. Но поскольку они мне поставили 4, пришлось все 4 экзамена сдал. Зачем? Вот, они понимают, что в таком возрасте такое знание, тем более в деревне, это легко не удается. Это тяжело. Но они этого не учли. Но все-таки я поступил, но потом я доказал им. Вот 3 года я учился в институте, ни одного 4 у меня не было. Я стал менеджер по управлению, и эта академия во время работы мне очень помогает, не дает мне, как говорится, упустить какие-то нужные моменты при управлении организацией. Бек Зухуров появился на свет 1 октября 1962 года в Васейском районе Хатлунской области. Я рос в деревне, там мы были все время заняты. Как только узнали о себе, мы были заняты. Хозяйственными делами, там, колхозы работали, помогли родителям. По хозяйству помогли родителям, да. Они работали, мы им носили обед, мы им носили ужин. Значит, дома у нас было закрыто, все были в поле. То есть в деревне никого не было, все были в поле. Мы там и росли, и играли, и работали, и помогли, и все. 6 человек. Я брат и 4 сестры. Когда я в Таджикистане, и часто, если не бываю в этих регионах, я себя плохо чувствую. Очень много родственников в этих регионах, не только именно в Кулябе, но в этом регионе. Так, Балджуване, Васейский район, Балджуванский район, там Темур Малик, и все вот эти родственники все находятся в этих регионах. Я приболел в 9 классе, потому что я работал в поле, вот, хлопок. Мы пахали сильно, и вот это давление, этот труд сильный, который нам нельзя было столько работать в то время. И вот я приболел ревматизмом. Только за счет спорта я выжил. Тогда еще начали заниматься спортом. Был у нас определенный круг, там 4-5 человек. Мы занимались в школе, здесь мы очень сильно занимались спортом. Футбол, баскетбол, там бокс, самбо, вот это все вот мы занимались. Я стану даже в командировке 4 часа. И на подготовку к работе я трачу почти 4 часа, до 8 часов. Бегаю, занимаюсь, готовлюсь к работе. День, когда я не могу заниматься по каким-то уважительным причинам, это день для меня не день. Как будто меня нет, я в плохом состоянии. Надо трудиться, будет результат. Результат будет. Я даю гарантию, кто чистый. Трудиться я не имею в виду копать, ломать, это нет. Вот в любом деле надо, но только правильно трудиться, по нужным направлениям, который приведет к тебе цель. Надо знать путь. И тогда трудиться на этот путь. Правильный труд. Да, я строительство понимаю, и дорогу, и у нас я был в армии, старшина рота по строительству аэродромов и дорог. Министерство транспорта и коммуникации отрасли связь взял строить 70 домов для пострадавших от наводнений. Вот. И нам выделили такой участок, и мы строим здесь более 42 домов. Остальные дома в других районах, Темур Малик, Балджувон, Восе, Куляб, Сарычашма, Муминабод. Идет строительство полным ходом, ежедневно, и все люди
добровольно здесь занимается. Оказывается, наши связисты не только связисты, но и строители. Они строят на высшем уровне, соответственно, требований строительства, как будто у них есть лицензия. И у нас есть один руководитель, который управляет, контролирует и регулирует их деятельность. И все. Остальные дела они все делают. Все. Полностью начиная от фундамента до крыша. Заодно наши, это, как говорится, можно назвать трудовой лагерь. Наши связисты, поскольку они все время заняты умственным трудом, но сейчас они физическим трудом занимаются, который очень полезно для их здоровья. Вот недавно мы решили, что во всех деревнях поставить таксофон, причем бесплатный таксофон. Платит, таксофон будет бесплатный, но платит принимающая сторона. Это опыт Беларуси, мы изучаем, сугубо его изучаем и внедряем в Республике Таджикистан. По Конституции всех стран, поскольку я знаю, все граждане, независимо от места жительства, имеют право использовать услуги связи. Если мы, связисты, не можем организовать связь в сельской местности, это с нашей стороны нарушение Конституции. Поэтому я предлагаю, вызываю всех уделить большое внимание развитию связи в сельской местности. Вот у нас есть план в ближайшее будущее развивать. И у нас есть постановление правительства, создание там точка телефонной, точка и точка интернет в каждом селе. От того, что в Республике Таджикистан существует 11 операторов, это хорошо и плохо. Хорошо, что выбор у народа много. Плохо, что контролировать их со стороны государства тяжеловато. Поэтому мы хотим наводить порядок среди операторов, уменьшить их количество. Каким путем? Можно это сделать по-разному. То есть операторы между собой могут договариваться, соединяться, оказывать услугу. У нас есть, например, такой опыт у нас есть. Индиго и Самонком, они уже единые уже стали. Ассоциация мобильных связей, его присутствие, абсолютно он рационален, он помогает и операторов, и национальный оператор, и в регулировку, и в участии мобильных операторов в наши мероприятия и в развитии связи в Республике Таджикистан. В скором будущем мы будем делать стыковку между Таджикистаном и Китаем, кабельный транспортный сеть, который полностью охватывает сегодня Республику Таджикистан, и внешность, и внутреннее соединение произошло в республике. И мы недавно были стыковка между Афганистаном, были видеоконференция между двумя президентами, президент Республики Таджикистан и президент Исламской Республики Афганистан. И в ближайшем будущем будет такой же стыковки между Китаем и Таджикистаном. И наверняка будет видеоконференция между двумя президентами. И мы стараемся, чтобы качество связи, качество телевидения повышалось. Что такое связь? Это вскрывать секрет природы. Для того, чтобы вскрывать секрет, это не консервная банка, что ты вилками или ножом открываешь. Это научный, лабораторный подход. Тогда мы можем больше и больше вскрывать секрет природы и заставить природу, чтобы на нас работала. Вот такой подход требует связь не только для связистов Республики Таджикистан, но и по всему миру.